Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «После империи». В Чеченской Республике все в порядке. Это наша забота, это наше внутреннее дело. И если нам понадобится извне помощь для наведения порядка, то мы обязательно к кому-нибудь обратимся. Говорит президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Методы, намазываем нам России, мы не приемлем быстрее, чем Филатов, чтоб он не заявлял. Готовить нам теракты с убийством президента, а потом предлагать, вот где Дудаев сорвал переговорный процесс, время упущено. Упущено для России, для нас нет. Наш караван идет. Чеченская Республика признана. И не одним государством, а всем миром. И мы заставим признать себя весь мир. Сегодняшний выпуск целиком посвящен событиям в Чечне. Составил и ведет программу Тенгиз Гудава. Интервью без комментариев. Так бы я назвал беседу с президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым, которая состоялась по телефону в четверг. И пусть сами радиослушатели сделают выводы из этого интервью. Господин президент, Умар Автурханов, глава оппозиционного Временного совета, заявил, что большинство населения крупнейших районов Чечни поддерживает его Временный совет. Соответствует ли это заявление действительности и какова ситуация в Чечне на данный момент? Во-первых, заявление подобного рода – это плод больного воображения параноика. Такой же совет они могли бы создать и заявить себя президентом России или императором Японии. В Чеченской Республике все в порядке. Это наша забота, это наше внутреннее дело. И если нам понадобится извне помощь для наведения порядка, то мы обязательно к кому-нибудь обратимся. А кого конкретно вы имеете в виду? Если такая помощь понадобится, мы обратимся туда, где ее окажут. Господин президент, скажите, пожалуйста, какие действия намерено предпринять руководство Чеченской Республики в случае возникновения вооруженных конфликтов или тем паче вмешательства российских войск? Это война. Тогда мы собираемся воевать. А какими силами? Силами народа. 300 лет воюющего. А какими можно еще силами, кроме как народом воевать? Скажите, пожалуйста, российское руководство предъявило целый список обвинений в адрес руководства Чечни. Среди этих обвинений превращение Чеченской Республики в убежище для преступников, в рассадник терроризма, в частности имеются в виду захваты заложников в Минводах, обвинения в грабежах поездов, проходящих через территорию Чеченской Республики, обвинения в нарушении прав человека, прав русскоязычного населения Чечни и так далее. Что вы можете ответить в ответ на эти обвинения? Неужели вы сами не можете ответить на ложь, клевету, шантаж, открытую, беззастенчивую политику российского руководства? Одно то, что в России заговорили о защите прав человека, кощунственно и убийственно должно быть, чтобы эти вопросы вообще не возникали. Возьмите, посмотрите документальные фильмы и съемки, которые говорят о защите прав России. Тысячи и тысяч убитых, зарезанных, разорванных, истерзанных и брошенных свиньям. И это Россия говорит о защите прав человека. Но если вам угодно верить, что говорит Москва, можете продолжать этой вере. У нас побывали десятки, а то и под сотню представителей разных пресс-служб, представителей прессы, иностранных государств. Они здесь видят другую картину. А Россия что льет? Просто льет на себя от беспомощности. Там идет сейчас глубинный процесс, взрывной процесс самой России. А причина – Чечня. Это для отвода глаз. И нынешним властям готовят через Чечню очередной удар и дестабилизацию самой России, которая не управляется внутренними проблемами. То есть, по-вашему, существует связь событий в Чечне или, скажем, вокруг Чечни с ситуацией в самой России? А вы пронаблюдайте за 3 года. Как только на Чечне отрабатывается вариант, испытали как на полигоне, и этот же вариант переносится в Россию. И вы не удивитесь, что если завтра Хасбулатов объявит себя президентом России, и оттуда пойдет, или Рудской, и оттуда пойдут внутренние процессы. А на нас просто пробуют. Управляются ли нынешние власти стоять на правовой основе, контролируют ли в России
ситуацию высшие политические власти. А раз вседозволенность, ложь, насилие, террор в отношении, значит, Чечни, и высшее политическое руководство не управляется ни с какими факторами, то уже дело подготовлено протянуть руку и для высшего политического руководства Москвы. Вот это вы увидите, в ближайшее время это произойдет. Господин президент, на днях вы выступили с заявлением о готовности встречи с российскими властями. Представители же российских властей, в частности, глава администрации российского президента Сергей Филатов, назвал такую встречу маловероятной, указав, что время для нее упущено по вине Чечни. И все-таки, если такая встреча бы состоялась, с какими предложениями вы пришли бы на нее? Я не болею от того, что с российскими нынешними властями я не встречаюсь. Но мы стояли и стоим на позициях, что встречи должны быть, и все наши вопросы на взаимовыгодных условиях, взаимоприемлемых, на равных разрешены за столом переговоров. От этого мы не отказывались, не отказываемся и не откажемся. Но методы намазываем нам России мы не приемлем быстрее, чем Филатов, чтоб он не заявлял. Готовить нам теракты с убийством президента, а потом предлагать, вот где Дудаев сорвал переговорный процесс, время упущено. Упущено для России, для нас нет. Наш караван идет. Скажите, но, видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством. Господин президент, вас не смущает зловещая аналогия чеченской ситуации с грузинской? В свое время президента Зиада Гамсахурдия, чья могила, кстати, находится в Грозном, обвиняли в авторитаризме. А сегодня оппозиция в Чечне обвиняет в этом же и президента Дудаева. Готовы ли вы выбить этот аргумент из рук оппозиции, пойдя на демократические выборы, досрочные выборы? Никогда я не пойду на горлопанство, и мне не допустят. Кстати, только вчера один полк в составе 3200 человек предъявили мне ультиматум, что если я еще заговорю о каких-то досрочных выборах, то они с меня потребуют, по какому праву выбор народа и волю народа я собираюсь изменить. Поэтому мне поставлены очень жесткие условия, чтобы я выборами и прочим не торговал ни с кем. Я выбран на определенный срок, и никаких досрочных выборов в Чеченской Республике не только быть не может, и даже не мыслится. Мы не слабонервные. Независимость Чеченской Республики, между тем, не признана ни одним государством мира. И формально Чеченская Республика, Чечня, является составной частью Российской Федерации. Это реальная действительность, которую вам, как политическому лидеру, вероятно, нельзя не брать за основу. Исходя из этой ситуации, каким вы видите путь к мирному разрешению проблемы, дабы избежать трагических коллизий? Реальную действительность вы искажаете, дорогие мои. Чеченская Республика признана и не одним государством, а всем миром. И мы заставим признать себя весь мир. Вот реальность действительно, а вы надуманную, якобы фактически является. По каким законам международного права вы причисляете нас авантюристически к какому-то мифическому союзу или с Россией, или с кем-то? Нет, я основываюсь на том, что в Организации Объединенных Наций нет пока такой республики, Чеченская Республика. И формально, я еще раз подчеркиваю это слово, формально на картах мира и в дипломатическом словаре Чечня входит в состав Российской Федерации. Когда вы говорите, что Чечня признана миром, что вы имеете в виду, пожалуйста? Я имею в виду заключенные межправительственные договоры, соглашения и признания взаимные. А то, что ООН не признает или кто-то там не признает, да нам такого признания и не надо, этого формального. Нам нужно действительное признание со своей экономикой, способностью оборонной защиты страны, мобилизационным ресурсом, способностью самостоятельно жить, которой мы уже 3 года живем. Вот что нам нужно, а не формальное признание.
Так вот, формальность, которую признали 29 государств мира, Грузию, так его и продали, эту Грузию, цветущий край. Из 29 3 члена постоянных Совета Безопасности признали эту республику и государство. И что получили в ответ? И где это признание ООН и этих членов Совета Безопасности, которые пришли бандюги, цветущий край разорили, президента изгнали, сделали его козлом отпущения, избранного всенародно, со слезами на глазах у всего мира на демократических принципах. Вы нам это признание навязываете? Так мы плевали на такое признание с первого дня и отказываемся от таких формальных признаний. Господин президент, вы известны как человек отважный и смелый, и, видимо, вас лично не пугают возможные последствия развития ситуации в Чечне. Тем не менее, все-таки ситуация, видимо, очень сложная и опасная. Так вот, какой все-таки путь, по-вашему, можно избрать сейчас чеченскому руководству, чтобы избежать кровопролития? Значит, ситуация очень опасная для России. Для нас опасности никакой ситуации сейчас не представляет. Вы идите, послушайте. Здесь народ воочию, это вы оттуда нагнетаете нам опасную ситуацию и прочее, прочее. Подобрали там крохоборов, отбросы общества от всех народов Средней Азии, Кавказа, Прибалтики. Они вам там басни поют и выкачивают из российской казны многомиллиардные, триллионные средства. Вы охотно этому делу верите и подкармливаете как себя, так и этих крохоборов. Господин... А народ нищает, чьи денежки идут вот на эти неблаговидные грязные дела. Господин Дудаев, я представляю американскую радиостанцию «Свобода», и мне, честно говоря, не очень понятно, какое отношение к этому имеют российские средства. И я хотел бы, чтобы вы, воспользовавшись эфиром, обратились к России, в частности, к тем политическим деятелям, которые могут оказать свое влияние на эту ситуацию, которая сложилась вокруг Чечни. Что бы вы могли предложить, с каким воззванием вы могли бы выступить? И с каким обращением я не собираюсь обращаться к тем, кто глухий и немый. Как говорит Всевышний, если ты хочешь наказать кого-нибудь, лиши его разума. Так там в руководстве лишились давно уже разума. И их лечит только их судьба предстоящая. За народоубийство, которое совершено на территории Союза, они должны пойти под суд. И только тогда восстановится взаимопонимание между народами, мир и покой на этой земле. Так что к глухому нечего обращаться, поскольку они уже давно перестали слышать. То есть, по-вашему, война неизбежна? По-моему, война избежна. Это вы ее нагнетаете, войну. Я собираюсь только защищаться, а не наступать на Москву. Вы говорите, вы, обращаясь к радиостанции «Свобода» или к американской администрации, кого вы имеете под этим словом? Я имею всех. И американская администрация как будто не видит, как 300 лет этот народ уничтожают. Физически, духовно, морально, психологически. И совершают над ним геноцид. И нужно мне, чтобы обратиться, чтобы обратили на нас внимание. Господин Дудаев, большое спасибо за любезное согласие дать интервью нашей радиостанции. Всего доброго. Это было интервью с президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым. На волнах Радио Свобода продолжаем программу «После империи». Составил и ведет выпуск Тенгиз Гудала. А теперь российская позиция по чеченской проблеме. Точка зрения заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по СНГ и связям с соотечественниками, одного из лидеров парламентской фракции «Яблоко» Вячеслава Игрунова. С ним беседует Елена Коломийченко. Вячеслав Владимирович, могли бы вы прокомментировать развитие ситуации в Чечне, последние события в российско-чеченских отношениях, я имею в виду отношения Центра и Грозного? Могу вполне откровенно сказать, что прокомментировать не могу, прежде всего по той причине, что информации чрезвычайно недостаточно. Единственное, что абсолютно очевидно, что Россия устала ожидать, и Россия, я имею в виду прежде всего федеральные органы, готовятся к каким-то более или менее решительным действиям в Чечне. Совершенно очевидно, что Умару Авторханову обещана помощь. Трудно сказать, кем она обещана. Как я понимаю, в этом направлении работал Шахрай. Я думаю, что здесь существуют какие-то негласные договоренности.
И мне кажется, что и в самом деле никакой другой альтернативы у России нет. Раньше или позже она должна была договориться с чеченской оппозицией. И в этом смысле я думаю, что мы стоим накануне весьма решительных событий. Подробностей, к сожалению, не знаю, поэтому говорить больше я просто не могу. Считаете ли вы, что отношения с Грозным отражают и политическую борьбу, вернее, борьбу тех политических направлений, которые существуют в центральных властях до некоторой степени? Вот вы упомянули Шахрая в данном контексте. Безусловно, каждый политик использует те или иные свои действия в сфере своей компетенции для увеличения или уменьшения, конечно же, для увеличения своего влияния в правительстве и в стране. И я совершенно не сомневаюсь, что Шахрай, действуя энергично, также хотел бы повысить свои шансы на будущих выборах или даже сейчас в структуре правительства. Это совершенно очевидно, и так бывает всегда. Вы представляете блок «Яблоко», пользующийся достаточным весом в парламенте российском. А вот какая точка зрения у вашего блока на эту проблему? Я не могу сказать, что у нас сейчас выработана какая-то последовательная позиция, но в принципе, вот я могу говорить сейчас о себе. Я могу сказать, что я и моя большая часть или значительная часть моих коллег по фракции также считают разумным вести переговоры не с Дудаевым, а с другими силами, которые могли бы быть конструктивными. Я думаю, что Дудаев обречен. Я думаю, что Дудаев исчерпал свои возможности, и, во всяком случае, свой переговорный ресурс он точно исчерпал. Я не сомневаюсь, что при Дудаеве нормализация российско-чеченских отношений не может быть. А чем это, с вашей точки зрения, обусловлено? Прежде всего, Дудаев, конечно, властвует в Чечне как восточный деспот. Естественно, он хотел иметь и хочет иметь в своих руках всю полноту власти. И это, естественно, означает разрыв с Москвой. Отсутствие контроля Москвы над Чечней – это, безусловно, основание для разрыва. И хотя сейчас очень много спекулируют на уголовных акциях, которые исходят с территории Чечни, но ведь это и в самом деле заповедник уголовников. Ведь огромное количество уголовников скрывается в Чечне, совершает набеги на Россию и вновь возвращается в Чечню. И это не обязательно чеченцы по национальности. Но сам режим государства, когда Москва фактически не в состоянии оказать сопротивление этому процессу, нетерпим. Но не считаете ли вы, что таким образом можно положить начало, как говорят многие наблюдатели, новой Кавказской войне, в которой и Россия погрязнет надолго? Но если Россия будет настолько близорука, что она втянет своих людей в этот конфликт, то, конечно, может понести очень серьезный урон. Я думаю, что проблемы Чечни должны решаться самими чеченцами. Россия должна только создать преграду для растекания конфликта за пределы Чечни. Где ей удастся, на каких рубежах ей удастся создать вот такой вот защитный кордон, мне трудно сказать. Но он необходим. Скажите, пожалуйста, а насколько есть основания быть уверенным в том, что Умаров Тарханов будет проводить более взвешенную по сравнению с Джохаром Дудаевым позицию? Были ли переговоры у российских властей с ним предварительно? Я не могу сказать, вели ли переговоры. То есть я не сомневаюсь, что такие переговоры были. Я не могу сказать, на каком уровне эти переговоры велись. Но я знаю позицию Умара Тарханова уже где-то 2 года, и, на мой взгляд, она сохранила некоторую устойчивость до сегодняшнего дня. И я думаю, что это будет действительно вполне умеренный политик. Его высказывания дают основания это полагать, и, кроме того, его образ действий подтверждает эти предположения. Скажите, пожалуйста, а почему не удалось решить отношения с Чечни с центром таким образом, как были решены отношения Казани с центром? Ведь, по сути, не была даже предложена модель договора. Собственно говоря, татарстанская модель многократно прокатывалась и в Чечне. То есть попытки создать договор, аналогичный татарстанскому с Чечней, были.
Но Дудаев отвергал всевозможные подходы. Дудаев совершенно категорично и абсолютно настаивает на том, что он руководитель независимого государства. В конечном итоге татарстанский суверенитет – это не независимость государства. И Шаймиев всячески подчеркивал, что Татарстан, конечно же, находится в составе России. Ничего подобного Джохар Дудаев для себя не принимает. В лучшем случае это может быть союз двух государств – Чечни и России. Такой подход для России просто неприемлем. Говорил Вячеслав Игрунов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по СНГ и связям с соотечественниками. И в заключение передачи позвольте мне добавить от себя. Казуистической и чрезвычайно опасной выглядит чеченская проблема на ее нынешнем этапе. Некий Временный совет, оппозиционный режиму президента Дудаева, объявляет президента низложенным, хотя глава этого Временного совета сидит в Пекине, не в столице Китая, правда, а в московской гостинице с таким названием. В то же время низложенный президент самопровозглашенной республики Джохар Дудаев в Грозном как правил, так и правит. Шум вокруг декларации Временного совета поднят большой, но в Чечне, слава богу, вроде бы тихо. В Чечне сегодня тихо, но эту тишь многие наблюдатели склонны считать предгрозовым затишьем перед ни много ни мало Второй Кавказской войной. Говорится о возможной Кавказской войне, в то время как и российская сторона, и чеченская оппозиция отвергают на словах силовые методы. Вместе с тем, российские руководители отвергают и предложение президента Дудаева о начале мирных переговоров по статусу Чечни, хотя, как мы слышали в этом выпуске из интервью с чеченским лидером, у него нет никаких компромиссных и конструктивных предложений. В этой ситуации Россия делает ставку на оппозицию, но чеченская оппозиция – понятие непростое и количественно, и качественно. Тут и бывший коммунистический босс Даку Завгаев, по иронии судьбы работающий ныне в аппарате президента России, тут и бывший сподвижник Дудаева Яраги Мамадаев, не поддержавший, кстати, заявление Временного совета, тут и Умар Автурханов, глава мятежного Надтеречного района, тут и уголовники, и кланы, и прочее, и прочее. Одним словом, картина пестрая. В сентябре 1991 года Чечня провозгласила свою независимость. Почти 3 года эта крохотная республика была нарывом на и без того больном политическом теле России, хотя, по всей видимости, не стала раковой опухолью, дающей метастазы в другие части этого тела. По-видимому, сегодня в России считают, что пора с этим нарывом что-то делать. Премьер Виктор Черномырдин так и заявил на днях, говоря о некоем созревании российских решений по поводу Чечни. Но какое решение созрело? Вот в чем вопрос. И будет ли это решение или лечение, если продолжить медицинские сравнения, благим для России? Не осложнит ли болезнь? Одни вопросы, ответов пока нет. Выпуск программы «После империи» окончен. Его составил и вел Тенгиз Гудава, режиссер Эрнст Зорин. Всего доброго.